Меры центральной тенденции, характеристики разброса данных. И тут появляется еще одна такая конфетка, когда мы хотим посмотреть связь между разными переменными. То есть посмотреть, как разные переменные взаимодействуют друг с другом, и есть ли какие-то закономерности. Вот тут нужно различать, у нас появляется два понятия: корреляционная связь и корреляционная зависимость. Корреляционная связь — согласованные изменения двух или большего количества признаков. Опять же, чуть-чуть дальше я просто покажу, какие бывают связи. А вот зависимость — это когда корреляционная зависимость, изменение одного признака влечет за собой изменение второго признака. То есть возможны варианты, когда связь мы можем только зафиксировать, что вот такая связь есть, вот они как-то одинаково себя ведут. Но при этом мы не можем знать и не можем понимать, что от чего зависит и как на что влияет. Да? Мы просто фиксируем связь, что есть какая-то закономерность. Ну, зависимость понятна. Различают три типа коэффициентов корреляции: парная корреляция, частная и множественная. Ну, парная корреляция, прямо из названия она следует. Это у нас есть две пары признаков, между которыми мы смотрим, есть эта связь или нет этой связи. Частная корреляция, вот пример частной корреляции, вот есть такой очень красивый, как мне кажется, пример. Допустим, если мы сейчас замеряем длину волос у мужского населения, скажем так, у мужчин, которые здесь присутствуют, и длину волос у женщин, которые здесь присутствуют, то у нас окажется так называемая обратная зависимость. То есть, чем выше, тем короче волосы. Чем выше человек, тем да. Ну да, чем выше человек, тем у него короче волосы. Вот такая связь, причем она, 100% она тут будет. Иван, распусти как хвостик. Вот я уже посмотрела, да. Могу внести. Да, можете внести. Да. То есть тут ситуация возникает из-за чего? На самом деле у нас связь, вот мы связь фиксируем, что такая связь есть. Но понятно, что отрастив волосы, мы выше не станем, да? И если мы вырастем, то, волосы мы пошли подстригли, и тоже они длиннее не станут. То есть связь есть, вот это между переменными, зависимости, нет. Но на самом деле, если я скажу третью переменную, которая связана с ростом и с длиной волос, то все становится на свои места. Можете сказать, вот какая переменная пропущена? Пол. То есть у нас мужчины выше, волосы у них короче. Девушки поменьше ростом, волосы у нас длиннее. Вот если мы берем вот эту вот неназванную переменную пол, у нас все становится сразу на свои места. И такая корреляция, она, собственно говоря, называется частной корреляцией. То есть, когда мы берем, рассматриваем две переменные, но в призме каких-то других переменных. Множественная корреляция, понятно, это когда в корреляции используются не две переменные, а несколько. Что самое... вообще, на какие группы вот эта корреляция подразделяется? Прежде всего, корреляция бывает криволинейная и прямолинейная. Прямолинейная, на самом деле, выделяем прямолинейную, все, что не прямолинейно, все криволинейно. Прямолинейно из названия следует прямая, то есть когда у нас представлена некая прямая. Если мы рассматриваем криволинейные, то тут уже начинаются различные игры. Допустим, экспоненциальная, квадратическая зависимость. Это я так вот для примера, чтобы вы могли предположить вообще, какие, собственно, бывают. Логарифмическая, кубическая зависимость. Тут много представлено всяких разных степенных. И
вторая, и третья, и четвертая степень. Ну вот логистическая зависимость. Просто все эти зависимости потом в регрессионном анализе можно использовать. Вообще, что это такое? Вот я много чего сейчас поназывала. Как это укладывается в анализе? Допустим, мы рассматриваем две переменные. Расход бензина и время разгона от 0 до 60 миль в секунду. Каждая точечка – это отдельно взятая машина. Понятно, что они у нас не укладываются в какую-то вот линию. То есть у нас присутствует какой-то разброс. Но мы приблизительно можем предположить, что они вот как-то вот так их можно описать. То есть, по крайней мере, мы можем проверять гипотезу о том, что вот эти две переменные зависят нелинейно, но каким-то вот таким образом. Ну а дальше, если возвращаясь, мы можем предположить все-таки, какой наиболее близкий нам вариант. А какой нам наиболее близкий вариант? Ну, может быть, если сместить, если уменьшить, может быть вот что-то вот похоже на кубическую зависимость. Ну, по крайней мере, то есть, скорее всего, нужно будет в степенной, где-то искать в степенной зависимости. Вот эту, А логистическое это что такое? Там очень похоже. Ну, логистически тут идет четкий подъем. Понимаете? А тут у нас идет небольшое как бы проседание. Вот. Ну, хотя, может, ну и там как бы вот так она пойдет. Начало. То есть все-таки ближе какая-то степенная функция. Но точно не линейная. Так, вот теперь, теперь поговорим про, ну, вообще-то нелинейные зависимости, они очень сложны. И в каждом конкретном случае нам нужно подбирать, искать, проверять. И чаще всего все-таки с этим уже связан регрессионный анализ, то есть про который, если успеется, чуть-чуть попозже. Поговорим про линейную зависимость, про зависимость, которая используется очень и очень часто. То есть там, где у нас возникает линия, ну, прямая. Когда мы говорим про корреляцию, мы всегда подразумеваем линейную зависимость. То есть коэффициенты корреляции, они рассчитываются и направлены только на линейную зависимость. Коэффициент корреляции, ну и зависимость, собственно говоря, бывает положительная или прямая корреляционная связь и отрицательная или обратная корреляционная связь. Что это значит? Значит, прямая. Чем выше одна переменная, тем выше другая переменная. Пример. Стаж работы на предприятии и доход. Ну, можно предположить, что все-таки чем дольше человек работает, тем выше у него должен быть доход. То есть тут будем проверять гипотезу о положительной корреляционной связи. Так, отрицательная корреляция. Давайте попробуем пример отрицательной корреляции. Чем выше уровень образования, тем быстрее я решаю математические задачки. Да? То есть тут идет обратная зависимость. Ну, по крайней мере, можно проверять про обратную зависимость. Значит, положительная, отрицательная. И вот тут возникает следующая ситуация. Все коэффициенты корреляции, их очень много, но их отличительная черта. Не практически, они все измеряются от минус единицы до плюс единицы. При этом, если мы берем от минус единицы до нуля, то есть если у нас отрицательный коэффициент корреляции, то мы говорим про обратную зависимость. Если от нуля до плюс единицы, мы говорим про положительную зависимость, про положительную связь. Прямую, извините, не положительную, прямую корреляционную связь. А дальше мы смотрим
на модуль вот этого коэффициента корреляции. Чем ближе по модулю коэффициент корреляции к единичке, тем более сильная связь отображается. Вот на данном рисуночке показано приблизительно, ну понятно, как примерчики, да, как могут располагаться объекты и какие при этом коэффициенты корреляции у нас могут получаться. Ну, вот четко видно, что при минус единице мы точно получаем прямую, это так называемая функциональная зависимость. То есть наши все точечки, все объекты лежат на одной прямой. То же самое у нас происходит с положительной зависимостью, то есть с прямой зависимостью. То есть когда у нас коэффициент корреляции равен единице, у нас все точечки будут лежать на прямой. Вообще в гуманитарных науках вот такое происходит крайне-крайне редко. То есть получить функциональную зависимость, ну, возможно только в том случае, если у вас две переменные, ну, то есть если одна переменная абсолютно через какую-то формулу зависит от второй переменной, только в этом случае. Ну, причем от линейного уравнения. А вот дальше у нас происходит следующее. Вот если мы посмотрим, все наши точечки мы визуально можем пытаться вписать в эллипс. Ну вот это обратно, вот пошла прямая. То есть мы как бы пытаемся их вписать в эллипс. Что у нас получается? Ну, точечки, 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 точечки. Вот получается наш эллипс. У него две диагональки. Большая и малая. Большая будет показывать направление. То есть это прямая зависимость или обратная зависимость. Малая будет показывать на силу данной зависимости. Чем она меньше, тем более сильная зависимость фиксируется. Чем она больше, тем меньше эта зависимость. Ну и в результате, если мы будем ее максимально сужать, мы в результате получим функциональную зависимость прямую. А если мы будем ее расширять, то во что у нас переродится эллипс? В круг. То есть вот, сейчас, где у нас? Вот. То есть фактически у нас никакого уже эллипса нет, наши все точечки мы можем вписать в круг, и, собственно говоря, мы уже не можем говорить про какую-либо зависимость. Вообще в математике, конечно, нет такого понятия, что такое много, что такое мало. И сказать, когда эта связь сильная, когда это слабая, ну, тоже достаточно сложно. Но вот просто приняли, точнее сказать, это одна из градаций, которую приняли. Если у вас по модулю до 0,2 мы говорим, что это очень слабая корреляция, от 0,2 до 0,5 слабая, от 0,5 до 0,7 средняя, 0,7, 0,9 высокая, ну и выше 0,9 это очень высокая корреляция. Ну, еще раз повторюсь, попадание в гуманитарных науках, вот даже в последнюю точно маловероятно, но и в предпоследнюю бывает крайне-крайне редко. А чаще всего мы все-таки привыкли работать со слабой, средней, ну вот в этих пределах варьируются все-таки наши коэффициенты корреляции. Что дальше? Но когда мы говорим про коэффициент корреляции, мы никогда не должны забывать, что это все-таки линейная зависимость. То есть там может быть какая-то другая зависимость. То есть если возвращаться вот к этому примеру, то здесь, скорее всего, хотя зависимость все-таки какая-то, связь какая-то существует, скорее всего, да?
Ну, по крайней мере, мы можем ее как-то вот каким-то образом написать и, соответственно, проверять эту гипотезу. Но если мы посчитаем коэффициент корреляции, он будет практически равен нулю. То есть тут вот на таких данных мы не зафиксируем линейную корреляцию. Вот, допустим, это примеры, когда коэффициент корреляции видит эту зависимость и когда он не видит. Ну, вверху, собственно говоря, это стандартные какие-то варианты. Функциональная зависимость, отсутствие, тоже функциональная. Тут вот от 0,74, тут просто берется два разных коэффициента корреляции. Коэффициент Тау-Кендалла и коэффициент Спирмана. Ну вот, один дает 0,74, второй дает 0,91. Это я к тому, что даже и коэффициенты по-разному могут видеть разную связь. На самом деле социолог, политолог, психолог выбирает для себя какие-то определенные коэффициенты корреляции, с которыми он работает постоянно, к которым он привыкает, и он уже начинает их чувствовать. То есть он начинает уже понимать, где стоит обращать внимание, а где как бы пропустить, что эта связь, скорее всего, слабая. Ну, так вот, 0,74, 0,91, различие сильное. Да? Ну, для того, чтобы зафиксировать связь, в принципе, этого достаточно. А второй пример. Во всех этих, так, не во всех. Вот, допустим, вот вариант. Мы видим, что тут четко укладывается в прямую. Ну, вроде бы существует какая-то зависимость, да? Ну, по крайней мере, связь. На самом деле коэффициент корреляции, даже прямая, кстати, прямая, но при этом коэффициент корреляции любой вам будет показывать практически ноль. Как раз таки за счет того, что у нас вот эта прямая становится вертикально. Вот в таком случае это замечательно видеть. Здесь минус 0,9, здесь минус 0,9, 0,9, 0,9. Ну, тут вариант такой же, а такой вариант тоже не видит. То есть линейный коэффициенту корреляции, линейному коэффициенту корреляции нужен какой-то все-таки наклон. Как только мы берем вертикальную, горизонтальную, коэффициент корреляции сразу показывает 0. Не видит коэффициент корреляции вот такие вот связи. Дальше у нас еще идут вообще интересные вещи. То есть тут практически во всех коэффициент линейной корреляции равен нулю. Ну, тоже понятно, потому что у нас нет линейной корреляции. У нас все что угодно вот в этих примерах, только не линейная корреляция. Это еще один, а про точечную диаграмму мы не говорили, мы про боксплоты говорили, да? Ну, скажем так, я прежде чем делать какие-то, прежде чем использовать коэффициент корреляции, просто, ну, такой совет. Постройте точечную диаграмму, посмотрите глазами, что же там у вас все-таки происходит, стоит или не стоит дальше считать. Ну, тут тоже примеры, когда не всегда срабатывает линейный коэффициент корреляции. Здесь вот у нас есть, так сказать, линия, есть наклон, ну и сразу коэффициент корреляции линейный получается хороший. 0,84, 0,97 очень хороший. Как только у нас уже пошло наслоение, то есть 2, уже сразу коэффициент корреляции падает. И чем приходим, допустим, в x, тут уже коэффициент линейной корреляции будет равен 0. Как раз таки за счет того, что одно компенсирует другое. Ну и так далее. То есть можно потом посмотреть. Так, что дальше? Дальше. Вот этот линейный коэффициент корреляции, еще раз повторюсь, их бывает очень много, и они бывают очень разные. Поэтому выбирать для разных шкал выбирается разный коэффициент корреляции. Чаще всего используется на практике коэффициент корреляции Пирсона.
Но очень часто забивают, что... То есть это самый такой распространенный коэффициент корреляции. Ну, я думаю, может, это можно будет потом дать, ну, если кому-то надо, тайны нет, я просто вам эту презентацию перепишу. Потому что там дальше начинаются формулы, на которых я сейчас не хочу останавливаться. Я просто хочу сказать, где может быть ошибка и очень часто какую ошибку допускают. Значит, самый распространенный линейный коэффициент корреляции – это коэффициент корреляции Пирсона. Но, как вот видно из таблицы, он работает только если у вас обе шкалы количественные. Как только у вас какая-то шкала ниже, чем количественная, этим коэффициентом пользоваться нельзя. То есть нужно как-то смещаться в другую сторону. Допустим, вот если у вас обе шкалы порядковые, вот тут вот хорошо срабатывает, опять же, это чаще всего те, которые применяются, коэффициент Спирмана и коэффициент корреляции Тау-Кендалла. В других шкалах, ну, можно посмотреть для дихотомии коэффициент корреляции Фи. Ну, собственно говоря, тут все понятно. Я не буду останавливаться, дальше идут просто формулы, то есть по которым вы можете посмотреть, какой коэффициент считается. Вообще для чего это надо? Допустим, в SPSS Пирсон считается автоматически, вам не нужна эта формула. Спирман и Тау-Кендалла в SPSS тоже считается автоматически. А вот дальше следующие формулы уже, к сожалению, их нет. То есть если у вас возникает такая необходимость, то вам уже нужно их как-то считать каким-то другим способом. Так. Это вот то, что я хотела очень быстро рассказать про коэффициент корреляции. Вот понятно или нет? Я просто сейчас хочу показать на практике и плавненько пойти дальше. Пока вопросов нет? У нас, значит, есть исследование. Оно мне очень нравится, лично мне. Поэтому я его часто, кто раньше приходил, то, собственно говоря, то есть я его уже показывала на примере. Но еще раз покажу. Что спрашивается? Значит, есть такая шкала, которая называется семантический дифференциал. Что значит семантический дифференциал? Мы берем ось и берем два антонима. Ну вот, допустим, злость, доброта. Ну и просим какой-то объект расположить, ну, на данной оси. В данном случае, в данном исследовании изучалось отношение к богатым и бедным. И просили респондентов, ну, как бы вот через вот такой семантический дифференциал описать, кто такой богатый, то есть как вот воспринимается богатый человек, и кто такой бедный, то есть как воспринимается бедный человек. И давалось 10 семантических дифференциалов: злость, доброта, жадность, щедрость, черствость, отзывчивость, пассивность, инициативность, лень, трудолюбие, неуважению к закону, законопослушность, низкий уровень образования, образованность, непорядочность, порядочность, низкий уровень квалификации, профессионализм и безразличие к судьбе своей страны, патриотизм. Вот я сейчас посчитаю коэффициент корреляции. Это для богатых. Так, не видно, да? А он и не подвинется. Значит, коэффициент корреляции, который использовался, это Спирман. Ну, что можно видеть из таблички? Ну, допустим, шкала злость, доброта и жадность, щедрость
линейный коэффициент корреляции 0,710. То есть достаточно сильно связаны. Это о чем говорит? Что если человек выбирает высокую позицию по шкале доброта, то он будет выбирать и достаточно часто он будет выбирать и высокое значение по шкале щедрость. И наоборот, если он будет выбирать высокое значение по шкале злость, то он будет выбирать и высокое значение по шкале жадность. То есть как бы достаточно, мы зафиксировали, что достаточно эти два понятия связаны между собой, достаточно сильно. Тогда, как, допустим, злость, доброта и пассивность, инициативность, связь между ними зафиксирована всего лишь 0,283. То есть она достаточно слабенькая. Тут еще один в СПСС, еще есть один момент. Вот если вы посмотрите, не знаю, видно вам, не видно, вот вверху стоят, ну хорошо, даже не вверху, вот следующее значение какое-то, которое стоит, это уровень значимости. То есть это вероятность ошибиться, если мы перенесем эту информацию на генеральную совокупность. И что мы видим? Что вот, допустим, вот этот 0,283, этот коэффициент, он достаточно низкий, слабенький, да, то есть связь слабенькая, но при этом, если мы уровень значимости близок к нулю, то есть если мы опросим всю генеральную совокупность, то, скорее всего, мы получим коэффициент корреляции близкий к этому значению. Анализируя вот эти коэффициенты корреляции, мы можем каким-то образом сгруппировать наши переменные. Я уже это проделала, сейчас покажу. Так, чтобы сейчас он влез на... Так, что я сделала? Ну, во-первых, я оставила только коэффициенты корреляции. Во-вторых, я их сгруппировала таким образом, чтобы переменные, у которых коэффициент корреляции высокий, то есть у которых связь, чтобы они стояли рядышком. Ну вот, допустим, я буду по положительным идти, чтобы не называть всю шкалу. Доброта, щедрость, отзывчивость. Если мы посмотрим на коэффициенты корреляции между ними, то мы видим, что ниже 0,7 нигде нет. То есть доброта с щедростью 0,710, доброта с отзывчивостью 0,707, щедрость с отзывчивостью 0,773. То есть вот эти вот три характеристики, они каким-то образом связываются между собой. И как бы начинают одинаково ходить. То есть высокое значение по одной тянет за собой высокое значение за другой. При этом мы не знаем, что от чего зависит. Вполне возможно, во-первых, в принципе, как это можно поменять соотношение, сложно представить. То есть мы как раз-таки говорим не про зависимость, а про связь, то есть мы фиксируем связь. Со всеми остальными, если посмотреть, то тут вот, по-моему, вот самый большой 0,479, а то еще ниже. То есть со всеми остальными переменными у них связь не очень сильная. Дальше что у нас? Дальше у нас выделяется у меня выделяется, а у вас визуально не выделяется. Мы поняли, о чем это. Вот. Тут уже у нас 0,602, значит, это получается законопослушность, порядочность и патриотизм. Да? Тут чуть-чуть пониже, но все равно достаточно сильные коэффициенты корреляции 0,602, 0,544, 0,556. То есть тоже эта вот группа неким образом связана между собой. И потом остается третья группа, состоящая из 4 шкал. Это у нас образованность, профессионализм, трудолюбие, инициативность. То есть на самом деле один коэффициент корреляции сам по себе,
он не показательный. Как вот было в презентации я показывала, что посчитали другой коэффициент корреляции, получили чуть-чуть другое значение. И к одному коэффициенту корреляции привязаться достаточно сложно. И тут начинает играть следующее. Либо мы можем сравнивать коэффициенты корреляции в разных группах. То есть посмотрели в одной группе, зафиксировали этот коэффициент корреляции, посмотрели в другой группе, зафиксировали. А потом можем сказать, а вот в этой группе связь сильнее или слабее, чем во второй. Это один из вариантов. А здесь получается второй вариант. Мы пытаемся смоделировать. То есть посмотреть, что же все-таки, как вот эти наши переменные связаны между собой. И вот тут мы переходим к факторному анализу. Так вот, плавненько. Факторный анализ – это анализ, который как раз-таки и позволяет, одно из свойств которого нам позволяет сгруппировать вот эти наши переменные. Фактически, что он делает, факторный анализ? Он выявляет некие латентные переменные, ну то есть спрятанные в человеке характеристики какие-то, да, которые заставляют человека отвечать вот таким вот образом. Ну, что я имею в виду? Скорее всего, когда происходит оценка богатого человека, то респондент как бы оценивает его по 3 направлениям. Вот первое, доброта, щедрость, отзывчивость, это скорее всего какие-то внутренние качества человека. Да? И, соответственно, в зависимости от того, как он относится, он выставляет либо высокие, либо низкие оценки. Второй – законопослушность, порядочность, патриотизм. Тоже достаточно какая-то понятная группировка, то есть это переменные, которые, ну, вот законопослушность, ну, мне сложно вот сейчас вот распространяться, скажем так, литературно, да. Чисто математически я понимаю, да, что они все направлены на законопослушность. Туда же и патриотизм, туда же и порядочность, то есть это как бы характеристики одного чего-то целого. Ну а следующие идут образованность, профессионализм, трудолюбие, инициативность. Это опять, если доброта, жадность, отзывчивость – это внутренние качества, то тут уже идут какие-то проявления этих качеств. То есть, что подразумевается? Это то, что внутри, это то, что видно. Да? Ну, образованность, профессионализм, трудолюбие, инициативность. То есть это все факторы, которые направлены на… Ну что? Вовне. Ну да, вовне. Это если мы делаем, ну вот то, что мы получили, это у нас получается с помощью анализа коэффициентов корреляции. Значит, в SPSS есть вот замечательный подпункт факторного анализа. Мы просто задаем все наши переменные. Ну, не буду показывать там внутри, как что меняется, как смотрятся эти коэффициенты. Да, вот единственное, на что стоит обратить внимание, когда мы выстраиваем факторную модель, сейчас, одну секундочку. Когда мы выделяем некие факторы, они у нас подразделяются на 2 такие группы. Я просто сейчас очень боюсь вас запутать. Общность и специфичность. Что подразумевается? То есть вот представьте, мы выстраиваем некую модель. Общность – это то, что мы описываем
с помощью выделенных факторов. Специфичность – это то, что остается за бортом. То есть то, что мы не учитываем, то, что мы отпускаем как бы, ну, на какие-то специфические вещи. И вот для каждого факторного анализа выдается так называемая, вот эта циферка, это так называемая объясняющая дисперсия. То есть мы можем сказать, ну, грубо, какой процент общности, скажем так, то есть какой процент вот этих процессов, которые у нас происходят, мы можем описать. Ну, в данном случае вот практически 75%, но это на самом деле это очень хорошо. А что у нас получается с факторами, которые нам предлагает сделать факторный анализ? То есть он выделяет 3 латентные переменные, то есть выстраивает вот латентных фактора. В данном случае это коэффициенты корреляции построенного фактора с исходными переменными. И что мы получаем? Вот первый фактор, он очень сильно коррелирует щедрость, отзывчивость, доброта. Ну тут везде больше 0,8. То есть то, что мы, собственно говоря, и получили, когда мы анализировали вот эти коэффициенты корреляции. Он тоже нам объединил их в один фактор. Второй фактор. Трудолюбие, инициативность, профессионализм, образованность. То же самое, это наш вот третий фактор, который был. То есть он опять же их, то есть это некая переменная, да, скрытый фактор, вот этот вот полученный фактор, который таким образом коррелирует. Ну и, соответственно, третье, тут средние коэффициенты корреляции с профессионализмом и образованностью и достаточно сильные коэффициенты корреляции с патриотизмом, законопослушностью и порядком. То есть, собственно говоря, мы и получили то, что мы руками посмотрели с помощью коэффициентов корреляции. Фактически, то есть мы можем сказать, что восприятие богатого человека идет как бы по 3 векторам. Да? То есть мы будем его оценивать внутреннее качество, законопослушность, ну давайте так, порядочность, да, честность, порядочность, вот это вот сюда, законопослушность и профессиональное качество. Вот таким образом. Ради интереса, давайте вот, чтобы мне все-таки хочется понять, вам понятно или нет, я то же самое проделаю с бедными. А вы попробуйте ой, да что ж такое? Так, это у нас богатые, вот у нас пошли бедные. Да нет, он замечательно видит, но... Я просто в смысле зрения, а не в смысле... Ну, вот тут вот хорошо, ну, не знаю, хорошо, нехорошо, да, но видно, что у нас выделяется 2 фактора, объясняющая дисперсия 68, ну, это как бы такая информация, которая говорит о качестве проделанной модели, построенной модели, да, а вот наш, я просто прочитаю, значит, первый фактор – отзывчивость, щедрость, доброта, законопослушность, порядочность, трудолюбие, патриотизм, ну, инициативность там где-то внизу. Да? Второй фактор – образованность, профессионализм, инициативность, трудолюбие, ну и добавляются так, посередочке порядочность и патриотизм. То есть, что у нас происходит? Если богатого человека как бы оценивают по 3 векторам, по 3 направлениям, то для оценки бедного человека, вот третий фактор, причем какой теряется фактор? Вот это
это вот фактор порядочности. Он как бы расплывается, что-то уходит во внутреннее качество, что-то уходит в профессиональное качество. Но, то есть получается, что все-таки уже оценка идет чуть-чуть по-другому. То есть как бы человек даже в этом не отдает себе отчета. Ну просто это вот так происходит. То есть по отношению к богам обостренное восприятие их порядочности. Да, то есть идет вот выделение вот этого вот вектора, абсолютно верно. Появляется значимое дополнительное измерение. Да, вот это как раз таки вот и показатель. В обычном вопросе, но может быть схвачено через сочетание нескольких. То есть посмотрите, что происходит. Если мы просто возьмем частотные анализы, мы можем даже зафиксировать, допустим, что порядочность, допустим, у богатых немножко ниже, чем у бедных. Мы это можем зафиксировать. Но только вот сравнение вот этих вот моделей дает осознание того, что это действительно выделяется в отдельный вектор, и что это для определения достаточно часто, что это все-таки, ну не знаю, проблема, не проблема, но в сознании у людей вот этот вот пунктик все-таки присутствует. Вот чем их и хороши вот эти многомерные анализы. Они позволяют видеть то, что не дает видеть простая описательная статистика. Потому что описательная статистика – это просто срез. Вот мы срезали, посмотрели, многомерный анализ уже дает именно вот эти связи. То есть он как бы над этим описательной статистикой. То есть он более глубоко смотрит внутрь. Да, вопросы по факторному. С другими шкалами факторный анализ делается и очень часто. Единственное, вы знаете, как вообще в литературе очень критикуют социологов, когда они используют факторный анализ на дихотомиях. Не, на порядковых, но опять же, тут с порядковыми, тот же семантический дифференциал, это не количественная шкала, это порядковая, ну или квазиколичественная шкала. Критикуют за что? Ну, во-первых, в том же SPSS автоматически зашито, ну, уже понятно, что он основывается на коэффициентах корреляции, и автоматически зашито, что используется коэффициент корреляции Пирсона. Ну, допустим, есть та же, я уже упоминала, замечательная программа R, в которой можно подставить любой другой коэффициент корреляции и все то же самое как бы проделать. Что касается номинальной дихотомии, очень критикуют, очень. Но вся ситуация в том, ну критикуют, но это работает. Вот как ни странно, даже приведу пример. Можно еще один пример, да? Это мировое исследование. Единственное, что я выделила отдельно, есть вопрос дихотомия. Какие качества нужно воспитывать в детях? И идет перечисление: независимость, трудолюбие, чувство ответственности, воображение, толерантность, бережливость, целеустремленность, религиозность, бескорыстность, послушание и самовыражение. Но на самом деле рассматривать как это то, что воспитывается в детях, я бы не стала. Я бы сказала это так. Это вопрос, который опять же направлен на ценности. То есть если человек говорит, что ему важно, чтобы это воспитывалось в детях, следовательно, это качество для него ценно. Поэтому если рассматривать в качестве ценностных каких-то аспектов, получается очень интересная ситуация. Значит, этот вопрос, единственное, что тут нужно обязательно переводить в дихотомию. То есть единица – это выбранный ответ, 0 – это не выбранный ответ. Вот на это обращать внимание. В таком образе, вот когда 0,1, у нас дихотомия, она приобретает некоторые свойства количественной шкалы. Вот это вот удивительно. То есть это самая низкая шкала, но при этом она приобретает свойства количественной шкалы. Как бы вот
появляется вот такая вот петелька, что, собственно говоря, и дает нам возможность все-таки делать такие вещи. Так, вот как раз у меня это есть. Да, в этом случае как бы СПСС будет ругаться, что модель не очень хорошая. Допустим, вот один из признаков Кайзер-Майер-Олкин мера, которая оценивает, насколько хорошая модель, она тут будет низковата. Но опять же, если вы делаете это постоянно и постоянно с этим сталкиваетесь, допустим, я уже знаю, что на вот таких шкалах, на дихотомиях, вот этот КМО от 0,5 до 0,7 это очень хорошо. Да, тогда как на, допустим, если шкалы, вот тематический дифференциал, там где-то хорошо, начиная с 0,7. То есть тогда мы можем говорить, что модель хорошая. Тут будет для этих шкал дисперсия объясняющая будет чуть-чуть пониже, за счет того, что шкала попроще. Ну а в результате вот что мы получаем? Может, вы попробуете сами описать? Вот, пример, первая шкала. Воображение. Значит, это у нас фактор, который выделился. Воображение минус 664. Трудолюбие 0,571, терпимость 0,549, независимость минус 0,533. Вот хорошо, что показала, потому что по первому варианту можно было подумать, что у нас вот эти только положительные. На самом деле вот такой вариант возникает достаточно часто. Что получается? Что у нас так называемый биполярный фактор. То есть фактор с двумя полюсами. В данном случае на положительном полюсе у нас трудолюбие, терпимость, да? Ну, толерантность. Так, а на отрицательном полюсе воображение и независимость. Смотрите, как интересно получается. Вообще, что значит биполярный? Это значит, что респондент выбирает либо один полюс, то есть он будет ближе к этому, и тогда он будет выбирать воображение и независимость, но при этом не выбирать трудолюбие и толерантность, либо он будет ближе к этому полюсу, и тогда он будет выбирать трудолюбие и толерантность, но не выбирать воображение и независимость. То есть что у нас получается? Во-первых, мы бы ни в жизни, если бы мы брали просто описательную статистику, мы бы ни в жизни зафиксировали, что у нас вот эти вещи, у нас в республике, противопоставляются. Трудолюбие и толерантность противопоставляются воображению и независимости. На самом деле, когда начинаешь вот думать, то действительно, ну как бы вот соображать какие-то, рефлексировать, да, то вроде бы действительно так и должно быть. Но пока математически ты не посмотришь, мне нравится. И аналогично получается про бережливость и самовыражение. То же самое, да, то же самое. Опять же, биполярный фактор. Второй фактор. Противопоставляется бережливость на бережливость и самовыражение. То есть получается, что либо в ребенке надо воспитывать бережливость, то есть получается, что значит, для человека важно вот это качество, да? Либо нужно самовыражение, и тогда бережливость рядышком как бы не стояла. То есть опять же идет противопоставление. Тут вот самое сложное в факторном анализе, как вы видите, сделать факторный анализ достаточно легко. Если у вас еще будет какая-то шпаргалочка, в которой будет расписано, вот здесь нажать это, здесь нажать то, если вы даете правильные шкалы, ну, те, которые можно, дальше все легко. Самая сложность начинается в следующем, когда мы пытаемся объяснить вот эти факторы, но это уже не математика.
То есть мы должны каждый фактор каким-то образом назвать, емко назвать, чтобы он четко описывал то, что мы видим. Вот в факторном анализе, как по мне, так это самое сложное. То есть понять, что же этот фактор в себе несет. Ну что у нас тут еще? Целеустремленность противопоставляется религиозностью и толерантности. Тоже достаточно показательно, да? Послушание противопоставляется чувству ответственности и независимости, тоже достаточно понятный такой вот фактор. Ну и бескорыстность, он один, то есть это отдельно взятый фактор, он ни с чем не скоррелировался, то есть бескорыстность должна стоять отдельно. Я тут вижу индивидуализм и коллективизм. Два полюса на все факторы. Индивидуализм Может быть. рассчитывает только на себя, это воображение, независимость, самовыражение и так далее. И коллективизм, трудолюбие, толерантность, бережливость. Ну, просто вполне возможно, что это вот то основание, которое делит, но просто в каждом факторе свои нюансы начинаются, то есть вот проявления в различных областях, скажем так. Вот такие интересные вещи можно брать и можно делать с помощью факторного анализа. Не напугала? Так. Красиво, когда начинаешь сам делать все. Тут еще, наверное, надо обратить внимание на то, что это очень увлекательно, особенно если он так раскладывается. И вопрос в том, в критерии доверия. Да? Ну, то есть, на что нужно посмотреть, чтобы понять, это работает или нет. Я про эту объясняющую дисперсию. Там, Ну, я могу просто остановиться. Да, чтобы Ну, во-первых, не увлечься. на что нужно обращать в любом случае, прежде чем вы будете этим пользоваться, вам нужно будет еще что-то прочитать. Потому что у меня-то там уже все настроено, да, с первого раза у вас такая вся красотулечка не получится. Там много таких нюансов, именно которые нужно настраивать. Но в любом случае, на что вы должны обращать внимание обязательно? Во-первых, это шкалы, которые вы подаете для анализа. Вот, например, если мы возьмем шкалу, сейчас, одну секундочку, ну вот ценность, да? Мы сейчас не будем, там всего 6, поэтому 6 шкал, поэтому как бы делать факторный анализ нет смысла. Но на что я хочу обратить внимание? Если мы посмотрим на варианты ответа, то тут получается следующим образом. Очень важно, скорее не важно и не важно. Причем единичка это очень важно, а четверочка это скорее не важно. Вроде бы у нас порядковая шкала, вроде бы эту шкалу можно использовать для факторного анализа. Но ситуация в том, что вот в таком формате вы анализировать не сможете, потому что вы будете анализировать не ценность как таковую, а будете анализировать неценность. Ну, то есть мы смотрим по максимальному, что у нас несет максимальное значение. В данном случае максимум это не важно. И, естественно, для того, чтобы проделать факторный анализ, нам эту шкалу нужно перевернуть. То есть нужно максимальным значением поставить максимальное. То есть если мы изучаем ценность, значит максимальный код должен быть у максимальной важности. Ну, как я уже говорила, то же самое в дихотомии. Если вот эту шкалу оставить так, как она была, ну, для детей, то мы увидим, что единичка это отмечено, ну, выбран пункт, двоечка не отмечена. Если мы на них будем делать факторный анализ, мы опять будем анализировать не ответ, ну, не выбор. Ну, очень сложно, в принципе, будет к чему-то привязаться. То есть мы каждый раз должны смотреть, шкала, максимальное значение должно быть, соответствовать максимальному качеству, которое мы изучаем. Дальше. Какие шкалы, собственно говоря,
Значит, неальтернативные шкалы можно использовать, ну как вот переводя ее в дихотомию. Если у вас в шкале присутствует порядковая шкала, но последним пунктом стоит «затрудняюсь ответить», допустим, неважно, скорее неважно, скорее важно, важно и затрудняюсь ответить. Допустим, в матрице данных они идут 1, 2, 3, 4, 5. Вот в таком формате шкалу использовать нельзя. Почему? Вот тут у нас есть четкий порядок. То есть чем больше код, тем больше степень важности. Затрудняюсь ответить, если мы оставим в таком формате, как есть, затрудняюсь ответить, у нас получится важнее важного. Ну, естественно, такое быть не может. Поэтому мы куда-то должны его деть. Либо в так называемые миссинги, то есть вне ответа перевести, либо есть еще один вариант, мы как бы его... Мы не знаем, как отреагировать. Что тоже сильно критикуется. Что тоже сильно критикуется, да. Оно не находится там. Ну, вот если посмотреть по логике, то тот, кто затрудняется ответить, это вовсе не тот, да, мы не знаем, почему он затруднился. Если у вас процент затруднившихся небольшой, то его, естественно, лучше вообще выкинуть. Но просто иногда бывает так, что факторный анализ, он очень чувствителен к объему выборочной совокупности. И можно слишком много потерять. Ну, по крайней мере, вот такой вариант тоже имеет право на существование. Ну да, он критикуется, но попробовать почему нет. И тогда, допустим, сделать следующим. Неважно перевести -1, скорее неважно -0,5. Затрудняюсь ответить, переводим в 0. Скорее важно +0,5. И важно +1. То есть как бы мы искусственно максимально подвигаем нашу шкалу к порядковой. Ну да, два варианта. Либо в центр, что критикуется, либо, если есть возможность, вообще их убираем из рассмотрения, но тогда смотрим на объем выборочной совокупности. Значит, еще раз. Прежде чем делать факторный анализ, вы должны убедиться, что ваши шкалы пригодны для того, чтобы, собственно говоря, проделать этот факторный анализ. Дальше, на что мы обращаем внимание? Ну, во-первых, это, как я уже сказала, вот мера КМО, Кайзер, Майер, Олкин. Ну, КМО, кратко. По-хорошему, опять же, я повторю то, что я сказала. Чаще всего, ну, если у вас шкалы не дихотомия, то считается хорошая модель, если у вас больше 0,7. Ну вот в данном случае у нас 0,9, это вообще замечательно. Да? Дальше, то есть это вот раз, на что мы обращаем внимание. Два, мы обращаем внимание на тест Бартлета, а точнее сказать, на уровень значимости этого теста. То есть он проверяет, насколько, собственно говоря, пригодны ваши шкалы. Ну, может, допустим, быть такая, что по какой-то шкале одно постоянное значение. И тогда вот этот вот тест Бартлета, он будет ругаться, будет говорить, что ой-ой-ой, посмотри, что-то у тебя там не то. Ну, проверь свои шкалы. Вот тут, ну, опять же, чаще всего любой уровень значимости мы считаем пригодным, если он меньше 0,05, ну в данном случае близко к нулю тоже хорошо. Значит, тут две точечки фиксируем и фиксируем вот эту объясняющую дисперсию. Если у нас не дихотомия, то чаще всего, опять же, смотрим, ну, из практики нет такого вот сказать, что вот если меньше этого значения, все, не бери. Но из практики, если у вас больше 60%, то в принципе уже можно пробовать что-то анализировать и смотреть. Но тут начинаются нюансы. Вот эту объясняющую дисперсию можно пробовать поднимать искусственно.
Каким образом? По умолчанию метод, который заложен в SPSS, он выбирает, ну, на самом деле факторы, вот мы подавали 10 переменных, SPSS выстраивает 10 переменных. Ну и понятно, все 10 переменных, если мы используем, у нас будет объясняющая дисперсия 100%, то есть мы полностью описываем все процессы, которые у нас происходят. Для каждого фактора рассчитывается так называемое собственное значение. Вот, тут вот присутствует это собственное значение. И по умолчанию используются, выбираются те значения, которые больше единицы. Вот как в данном случае 5,798 и 1,005. Потом идет 0,7, то есть этот уже фактор отбрасывается. Считается, что его вклад в объясняющую дисперсию не такой сильный, поэтому мы его можем не учитывать. Но если бы мы его учли, то есть мы можем искусственно занизить вот это собственное значение. Ну, конечно, 0,7 это очень много. Ну, допустим, бывают такие факторные анализы, когда... Кстати, вот на втором попробуем сейчас, по-моему... нет. Ну, нету, тут, видите, все хорошие факторные анализы. Ну вот. Вот у нас собственное значение 0,992. То есть оно чуть-чуть меньше этой единицы, и он уже не попадает для того, чтобы стать фактором. Но если бы мы его включили, так у нас объясняющая дисперсия 59%, ну приблизительно, да? А если бы мы включили вот этот, шестой, то у нас уже было бы 67% объясняющей дисперсии. Это уже серьезно. Ну, то есть вот это все-таки, ну, маловато. 0,67 замечательно. То есть мы искусственно можем вот этот вот фактор шестой привлечь, добавить. Вот таким образом, но это уже начинаются нюансы. То есть просто чтобы вы знали, что есть и такие варианты. В интернете, на ютубе различных всяких обучалочек, как работать в SPSS, где на какую кнопочку нажимать, очень-очень много. То есть вы можете подобрать себе тот, который, ну, вам удобен. Да. SPSS задает 5 факторов. Рекомендует использовать. Ну, он не Если рекомендует. больше, Он не рекомендует, он просто ограничивает вот собственным значением единичкой. а если не ограничить, он может показать больше факторов, да? Ну да, ну Тогда хорошо. будет ниже показатель КМО? Нет, вот КМО на модель это никак не повлияет. Это будет влиять только вот на объясняющую дисперсию. Все остальное остается неизменным. Ну я вот покажу. Ну, смысл просто вообще факторного анализа это, ну, в так называемом сжатии. Да? И поэтому, если у вас там 100 переменных, и вам 10 факторов выдало, то, ну, это существенное сжатие. А если у вас 7 переменных и 5 факторов, ну, в общем, скорее всего, можно пользоваться просто переменными. Тогда. Как бы нет смысла. Ну естественно, да. Но еще же переменные могут не соединяться, они могут быть грязными такими. Ну, да. Да, Ну, если естественно, если факторы, они да, независимы между собой, естественно. Ну вот, допустим, в окошечке, вот по умолчанию, так вот у меня и стоял как раз, там не 6, там как раз таки 5 стояло, то есть изначально было 4, все-таки этот 0, да, видите, 0,990 это для 5 было, то есть я уже вам как раз таки добавила его. То есть автоматически у нас идет ограничение по значению собственного значения, я вот четко задала, ты мне, пожалуйста, ровно 5 факторов, да, и вот он их и посчитал. Так. А еще такой вопрос. Если на эту же переменную попадает сразу несколько факторов, что с ним лучше делать? Как мы еще раз анализируем полученные вот эти латентные факторы? Это новая некая переменная, которая таким образом коррелирует. То есть, сейчас, ну вот допустим,
вот у нас терпимость попадает, ну как попадает, хорошо коррелирует как с первым фактором, так и с третьим. Мы просто, когда это анализируем, это не значит, что мы в каком-то, кстати, я в некоторых учебниках встречала, что выбираем там, где больше, а тогда меньше, просто убираем. Ничего подобного. Мы анализируем так, как у нас есть. То есть наш третий фактор, он и обратная зависимость с целеустремленностью, и прямая зависимость с терпимостью и с религиозностью. То есть мы, когда будем описывать этот фактор, мы все равно его описываем, ну как бы терпимость будет присутствовать и тут, и тут. То есть это коэффициент корреляции, который таким образом связан с фактором. Ничего не убираем. Ну, как Значит, есть. если чистый фактор, то не чистый фактор. То есть, если он сюда выпадает, то не совсем чистый фактор, да? Да нет. Нет? Что значит чистый, что значит нечистый? Еще раз. Это какая-то новая переменная. Она была скрыта, мы ее каким-то образом выявили, вытянули на свет. И она таким образом коррелирует со старыми шкалами. То, что у нас получилось два фактора, которые неким образом связаны с одной шкалой, ну почему нет? Одна и та же шкала может по-разному, в разном сочетании играть. Давайте еще вернемся просто к самому началу, вообще в самом начале лекции. Мы же говорили про то, что все шкалы и все измерения, которые мы придумываем, это мы придумываем. Да? Это не объективные, принадлежащие объекту там какие-то характеристики, которые, например, не могут встречаться. Это мы так придумали, как бы, это мы так заложили. И вполне возможно, что, например, какой-нибудь из вопросов, который включен в факторный анализ, он сам по себе не очень имеет слабую различительную способность. Например, Да. если он входит во все факторы, значит он по большому счету бессмысленный. Или лучше Это исключить. значит, да, не то, что исключить, его уже... Если во все, то да, конечно, надо исключать. Да, если уж совсем во все это надо исключать, но это в том числе говорит о том, насколько хорошо мы простроили, операционализировали понятия, да? Насколько точно мы сами поставили улавливающие средства, да? А в общем, не очень-то грязно. Входит в два, кто объясняет что-нибудь. А это табличка с корреляцией факторов с переменными, это конечное использование факторов, или потом их мы еще как-то можем использовать, кроме как... Можешь использовать. Ну, Ты входишь в новую переменную. Ну, а как потом можно... Сейчас я покажу. как Сейчас я обычно, покажу, я просто не делала специально. Тут есть, допустим, такая функция, как сохранить как переменную. Сейчас покажу. То есть фактически, если ты его проинтерпретировал, то ты вводишь это как новую переменную, еще и с хорошей шкалой. Поскольку... Вот потом у нас- визуализации можно строить там... И ты потом эту переменную можешь точно так же со всеми остальными вопросами, например, смотреть. Вот у нас появляется 5 новых переменных. Если смотреть по матрице... Так, это у нас же только Беларусь. Сейчас я ее буду долго искать, чтобы вам показать, где это наша Беларусь. Ай-яй-яй. Сейчас, подождите. У нас у Беларуси код 112. Вот, нашла я Беларусь. Вот наши 5 факторов. Факторы, которые в результате строятся, они на самом деле, вот как Татьяна сказала, они очень хорошие. В том смысле, что, во-первых, они нормально распределенные. По построению они сразу нормально распределенные. Мат ожидания 0, дисперсия 1. Во-вторых, они количественные. То есть дальше мы на их основании можем делать дальше какой-то анализ. Естественно, если мы их проинтерпретируем. Но и мы немножечко уже можем предполагать, что получается. Вот
первый респондент. У него по первому фактору, первый фактор в отрицании воображения независимость, в положительной трудолюбие, толерантность. У него 1,52. То есть для нормального распределения это очень такой хороший плюс на самом деле. То есть что мы видим? Что у первого респондента его как бы мировоззрение сдвигается в сторону трудолюбия и толерантности. То есть он на этом полюсе. Да? А вот третий респондент минус 1,23. Этот уже будет на стороне воображения и независимости. То есть фактически мы сразу можем посмотреть по факторам, как человек, ну, исходя из этих факторов, где он, собственно говоря, находится. Ну, то есть дальше с ними работаешь в эксперимент. Ты можешь Да. там строить одномерное распределение, считать среднее. Ну, А если замечательно, если да. оно хорошо проинтерпретировано, ну, в смысле, если в этом есть смысл. Потому что иногда может быть набор чего-то, в чем смысла не очень много. Такое тоже бывает. В общем, вот дальше можно работать с экспериментом. Фактически вы просто, ну, как бы из там 30 вопросов, ну, или 30 переменных сжали до там 3 или 5. И, Ну вот, допустим, у нас посмотреть, вот первый фактор, к сожалению, мы его никак не назвали, если бы дали какое-то название, было бы проще работать. Вот сразу я посмотрела описательную статистику. Вот видите, к сожалению, критериально нету времени, а тут бы сразу критерием бы стукнуть, вообще было красиво. Мужчины, в среднем мужчины по этому фактору дают минус 0,7, женщины дают плюс 0,06. То есть если сравнивать вот именно просто как среднее, ну, получается у нас мужчины в области воображения и независимости, женщины больше к трудолюбию и толерантности. Но опять же, это на этой выборочной совокупности. Для того, чтобы перенести на генеральную совокупность, нам нужно статистически доказать, что такое различие существует, а это уже применяется критерий, в данном случае критерий моноидный. Это ответы имеется в виду, что мужчина дает такие Да, ответы, а да. По выборке, да. Вот по выборке получилось, что среднее по данному фактору у мужчин в отрицательной области, у женщин в положительной. Естественно, они очень маленькие, но все-таки. Я думаю, что если бы город-село взяли, просто сейчас долго искать, не знаю где, ну, то у нас, наверное, скорее всего, была более существенная разница между городским и сельским жителем. Ну, я к тому, что вы дальше с этим можете работать, как с обычной шкалой, и дальше делать какие-то далеко идущие выводы. Вот. Это что касается факторного анализа. Это еще такой, ну, может быть, из таких фантастических вопросов. Вот, по сути, фактор — это такое сжатие переменных. Да. А можно ли поверх факторов еще какое-то сжатие делать, и в этом есть какой-то смысл или нет? Ну, то есть, как бы из 10 факторов получить там 3. Факторы, изначально факторы строятся, они независимые. То есть это одно из еще условий, что они должны быть... То есть при построении они строятся таким образом, что они независимые. то есть ты их уже потом не сожмешь. Да. Они как бы должны быть, ну, максимально не связаны между собой. Ну, то есть коэффициенты корреляции между уже факторами, если там высокий коэффициент корреляции, это будет говорить о том, что у вас плохая модель. Поэтому вот эти собственные значения, поэтому мы и так и выбираем. А вы еще сказали, важная там такая объясняющая способность, с какой начиная она, ну, уже хорошая. То есть как бы после 50-60. Ну, если вот как раз-таки для дихотомий, вот 50-60 это уже хорошо. Больше, ну, я ни разу не видела, чтобы дихотомия давала больше 70%. Да? Чаще всего она как раз-таки между 0,55, 0,65, где-то в этом промежутке. Остальные шкалы, на самом деле, тут 0,6 низкая. То есть чаще всего все-таки начиная 70-75, вот в этих вот пределах. То есть, конечно, в идеале хотя бы 75, то есть чтобы у вас 3/4 всех процессов каким-то образом описывалось. Но опять же, это все приходит с опытом. То есть, когда вы начнете делать вот эти вот анализы, вы уже потом будете чувствовать, это много или мало. Стоит что-то добавить или что-то выкинуть. Ну,
Ну, то есть это опыт. Вопросов по факторному больше нет. Так. А дальше... Классный анализ за 5 минут. За 5. Ладно, 10. Следующий анализ. На самом деле он тоже очень интересный. Это так называемый кластерный анализ. Если факторный мы объединяем переменные, на самом деле факторный сложнее, поэтому кластерный можно за 5 минут объяснить, то кластерный мы объединяем группы. То есть группы... Что значит группа? Разница между объектами в группе должны быть меньше, чем между объектами из другой группы. И на самом деле часто возникает вопрос, вот допустим при защите диссертации, ой, а где у вас кластерный анализ? Да? Возникает такой вопрос. Ситуация в следующем, что я могу этот кластерный анализ, извините, сделать на коленках. Вот посмотрела, так, эту я анкетку кладу сюда, а это вот сюда, а это вот сюда. Самое главное не в это. Самое главное потом доказать, что у меня получились группы. Кластерный анализ, который, вот эти все математические, они просто вам помогают в этом. Но все равно это вас не лишает необходимости потом доказывать, что вы действительно получили группы. То есть все равно, да. По каким признакам мы формируем кластеры? А это уже, допустим, вот мы выделили, но мы не описали, плохо. Вернемся к богатым, бедным. Там у нас было 3 вот этих фактора, очень красивые, да? Вот попробуем, сейчас я просто повторю, чтобы сохранить его. Так, факторный анализ, сейчас одну секундочку. Значит, для бедных. Прямо сейчас по-живому будем делать кластерный анализ. Или разделение на богатых и бедных, и будет уже кластерным анализом? Нет, мы пока будем смотреть только богатых, отношение к богатым, и попытаемся разделить наши переменные, ну, скажем так, людей, да, разнести в разные группы. Вот у нас факторный анализ, вот 1, 2, 3 переменные. Если вернуться к нашим факторам. Ну да. Это внутреннее качество, порядочность и профессиональное качество. Ну вот, допустим, второй респондент. У первого нет, потому что, скорее всего, где-то он там что-то не ответил на какой-то. Как только хотя бы один не ответ, факторный анализ выкидывает данного респондента вообще из рассмотрения. Что мы видим? У него отрицание минус, минус, минус. То есть четко можно сказать, что этот человек плохо относится к богатым. То есть у него низкие оценки по всем 3 параметрам. Да? Второй, у него идет низкое по внутренним качествам, достаточно высокий по профессиональным качествам, ну и положительный, но такой средний по порядочности. Да? То есть как бы про каждому человеку мы можем ну, вот таким образом описать. Теперь, если мы захотим их разложить на группы, методов, которые позволяет тот же SPSS, с помощью которых мы можем это проделывать, тоже он не 1, не 2, то есть уже ну, вот эта версия позволяет сделать 3 вида кластерных анализов. Значит, two-step, то есть двухшаговый кластерный анализ с использованием К-средних и иерархический кластерный анализ. Значит, про иерархический сразу хочу сказать, что в социологии используется достаточно редко, потому что там выстраивается дерево зависимостей. Как результат, у нас все-таки объемы достаточно большие, и поэтому вот это дерево, оно не показательно. Двухшаговый. Чем этот метод хорош?
здесь у вас, ну я имею в виду у исследователя каких-то вот возможностей как-то оперировать практически нет. Но чем этот метод хорош, что он может вам подсказать, сколько же у вас реально групп присутствует. Да? Сейчас покажу, как делается. Так, первый, третий. Continue. Окей. Ну, чем он мне не нравится? В данном случае он хорошо сработал. Но чаще всего он слабоват. И очень часто на практике он дает две группы, а две группы говорит о том, что он по-хорошему разделить не смог. Но, как в данном случае, вот у нас дается 4 группы. То есть нам вот этот метод говорит, что наша выборочная совокупность по взглядам на богатых подразделяется на 4 группы, причем достаточно хорошие. В первой группе 589 человек, ну или 33%, во второй группе 18,6%, в третьей 21,1%, в четвертой 27,2%. Как посмотреть, как же они описываются? Ну, собственно говоря, для этого вот есть табличка, в которой мы можем посмотреть, что первая группа средняя положительная по фактору внутреннее качество, отрицательные по двум остальным, по порядочности и профессиональным качествам. Вторая группа все плюсы по всем трем, то есть это положительное отношение к богатым. Третья группа, 2 первых отрицательных, но зато профессиональные качества достаточно высокие. И четвертая группа, значит, положительно порядочность, удивительно, но и в отрицательных внутреннее качество и профессиональное качество. То есть вот таким вот образом, по крайней мере, данный метод позволяет разбить, то есть предположить, что у нас вот появляются вот такие вот группы. Опять же, мы можем сохранять их. Так, сейчас, одну секундочку. Угу. Потеряла. Слушайте, потеряла. Ну как-то, короче говоря, точно так же будет какая-то группа. Так, ну что более, вот мне этот метод, еще раз повторюсь, не очень нравится, он слабоват. Вот то, что мне нравится, это все-таки К средних. Это более серьезный метод. Действия все те же самые. Каким образом он работает? Здесь идет так называемый итерационный процесс. Что такое итерационный процесс, знаете? Да, то есть до тех пор, пока каждый раз шаг, до тех пор, пока 2 последних шага не совпадут. Вот мы на первом шагу, вот наши люди, мы сказали, это у нас будет первая группа, это у нас будет вторая группа, это у нас будет третья группа. Затем для каждой группы мы посчитали среднее. Ну вот где-то оно, допустим, вот тут. Так, что мы делаем на следующем шаге? У нас зафиксированы вот эти средние. И теперь мы начинаем заново разбивать наших людей. То есть мы смотрим данного человека, фиксируем его расстояние до каждого центра. Там, где минимальное расстояние, мы его сюда относим. Да? Потом, значит, этого посчитали сюда, 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 решили, что сюда он будет ближе. То есть этот пойдет сюда, а этот, допустим, сюда ближе, этот сюда тоже войдет. Ну и таким вот образом. На каждом шаге мы будем смотреть, куда же мы его ставим. То есть на каждом шаге наши вот эти центры будут
сдвигаться. На том моменте, когда у нас группы полностью совпадут, мы останавливаемся и говорим, что вот это такое вот разбиение. Ну, чем самый большой минус этого метода? Нам точно нужно сказать, сколько же нам нужно групп. И иногда бывает так, когда, допустим, не срабатывает вот этот двухшаговый, то сидишь и начинаешь перебирать 3 группы, потом смотришь, что же у тебя получается, группа, не группа, различаются, чем различаются, 4 группы, опять же, как они себя ведут, нормально, ненормально и так далее. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс. Но нам двухшаговый сказал, что у нас 4 группы, значит, мы задаем, единственное, что количество итераций увеличиваем, потому что 10 маловато, сохраняем номер кластера, делаем ОК. Видите, нам вот было 10. Вот то, что я говорила, на последнем шаге у нас всегда должны быть по нулям. То есть мы полностью, предыдущий 14 шаг полностью совпал с 13. Ну, у нас получается вот 4 группы, ну, тоже с очень хорошим наполнением. И те же средние значения, которые, собственно говоря, были и в двухшаговом, точно так же мы можем посмотреть и оценить, что же у нас получается. Ну, если посмотреть, то у нас 4-й кластер, положительное отношение по всем плюсы к богатым. В данном случае только у первого, фактически можно считать отрицательное отношение, потому что даже внутреннее качество достаточно низкие. Да? В 3-й группе очень сильно, хорошо оценено профессиональное качество, во 2-й группе хорошо оценена порядочность. Ну, вот так люди говорят. И что у нас, собственно говоря, получается в самой матрице данных? У нас появляется столбик, в котором расписано, говоря, к какой группе относится каждый человек. Но проделав вот эту операцию, это совершенно не значит, что вы сделали кластерный анализ. Вы всего лишь навсего выделили какие-то группы, только и всего. А дальше вы должны доказать, что это действительно группы. То есть тут опять начинается то, что мы не взяли, критериальные. Я просто говорю, что в следующий раз взять. Критериальные, да? То есть мы сейчас с помощью критериев должны будем сравнивать первую группу со второй, смотреть, чем они отличаются, где они не отличаются. Первую с 3-й, первую с 4-й. То есть это такой тоже достаточно трудоемкий процесс, без которого не обойтись. То есть вы реально должны доказать, что у вас получились группы, что между разными группами есть какие-то статистические различия. Не просто визуальные, что мы посчитали среднее, видим разницу, ну вот и замечательно. А именно статистические различия, что если мы то же самое проделаем на генеральной совокупности, мы получим тот же самый результат. Так, это что касается кластерного анализа. А вот дальше у нас появляется регрессионный анализ. Да? Не знаю. Мы уже, в общем, если все готовы. Не перебор пока, нормально идем. Так, сейчас, одну секундочку, я включу по регрессионному, но у меня есть... А, нет, это не то немножко. Это фактурный. Что? Время? Так я смотрю, вроде бы, может, до скольки. А я все 37 минут жду, я почему-то это... Тогда извините, пожалуйста. То есть регрессионный... Хорошо, 2 слова. Жалко, у меня хорошая презентация. Регрессионный анализ позволяет не просто выстраивать модель, а позволяет прогнозировать, то есть строить некую формулу,
которая в дальнейшем позволит спрогнозировать, ну, на будущее, что может произойти. И тут еще что важно, что вот эта формула, она позволяет не просто спрогнозировать, что будет, а позволяет сказать, какую переменную нужно изменить, чтобы получить желаемый эффект в будущем на изучаемые переменные. Понятно, непонятно? Ну, то есть я, к примеру, беру формулу удовлетворенность работой и беру различные варианты, там, столом, кофеваркой, ну, я имею в виду, что столовые, которые есть, там, бенефитами, которые предоставляет компания, зарплата, которая у меня есть, возможность профессионального обучения и так далее, и так далее, и так далее. То есть регрессионный анализ мне помимо того, что может сказать, что же сильнее всего влияет на мое удовлетворение работы, ну, мое подразумевается любого как бы, вот, сотрудника организации, но при этом регрессионный анализ еще и позволит сказать, что нужно изменить для того, чтобы повысить вот эту вот степень удовлетворенности работы. То есть не только прогностический какой-то момент, но еще и плюс, ну как сказать, ну да, вот спрогнозировать, то есть что нужно изменить, чтобы что-то получить. То есть какой есть показатель, куда нужно? Да. Ну, может, мне бенефиты не нужно повышать, и так все хорошо, и они ничего ни на что не влияют. Может, мне нужно увеличить, кофеварку поставить более мощную, у меня тогда будет счастье. Ну, бывает и такое. На удивление, вот все говорят, повысить заработную плату. Ничего подобного. Как показывают исследования, заработная плата где-то на 3-м, где-то на 4-м месте. То есть впереди все-таки идут какие-то другие характеристики. Вот, но, к сожалению, на этом все, да? Ну, наверное, да.